Так сказать, небольшой обзорчик. Находимся в деревне Сеп. Короче, не ближний свет, цивилизации далеко. Вот человек, смотрите. Простой парень. Буквально комбайнер, можно сказать, с виду. А на самом деле профессиональный музыкант. И он говорит, у него студия, говорит, лучше, чем, говорит, твоя, говорит, в 100 раз. Пошли, показывай. Пошли. В деревне где-то там, как говорится, в мире, да, вы поняли. Смотрите, как здесь все устроено, да, вот так вот все. Раз, два, три, 4, 5. Здравствуйте. Очень тяжелая дверь. Йо! Там что находится? Обратная связь. То есть ты сидишь там? Я сижу там, это для артистов. Также кнопочку отжал, поговорил. Так, давай рассказывай. У меня голос прихватило. Диффузные панели, так называемые. Клеили мы их 2 месяца. Просто клеили бруски, клеили, еще раз клеили. Это все бруски на клею сидят. Вот вы запарились. Сколько денег ушло? На что деньги ушли? Деньги все ушли на этот кабинет. На тот кабинет? На этот тоже. За этими стенками 30 сантиметров и ковера звукоизоляции лежит. За всеми стенами. Потолок даже у нас под углом. Он неровный. Диагонали в кабинетах нету. Тупо нету. Тут даже диагональ не поймаешь. Это вы сами все просчитывали? Делали? Это мы все делали, да. То есть никого не нанимали? Все сами? Вот эту студию, да, делали сами. И прям реально сейчас все закроем, будет тишина. Да. Ну-ка давай. Я поору с той стороны. Давай. Ничего не слышно. Я в студию вложился максимум там 200-300 тысяч рублей. Как слышно? Шикардос. Шикардос, пойдем наверх. Пошли. Тут пока еще не до конца все заделано, мы еще закрыли лесенки и все такое. Ёшкин матрешкин. Сейчас запустим немножко. А что говорят, на селе-то плохо, да, живется? Да нет, нормально живется на селе. В деревне можно тоже кайфовать и баловаться. Так, давай рассказывай, что у тебя тут находится и сколько это все сразу же стоит. По ценам сразу не скажу, я просто промолчу. Ты просто говорил, вот это мне нравится оборудование, так, это берем, это берем, это берем. Это берем, да, это берем. Нам это надо. И у нас получилось, что у нас все это есть. Ну, я понимаю, что колонки у тебя только вот эти, да? Покупные. Ну, на заказ собраны, это тоже. В Новгороде собирали их. И вот эти, они собраны на заказ. А почему ты не купил уже готовые? Ну, там человек занимается в этом тоже. У него своя студия, и он, в общем, делает сам все это. Как бы это все собранное. То есть здесь тоже шумка получается, здесь тоже можно записываться? Да. Здесь тоже так же по 30 сантиметров по всем стенам. Все заложено. Как бы здесь можно писать, мы вот здесь пробовали писать, вот они микрофоны все. Есть, блин, его кто-то нагнул. Тоже неплохие аппараты. Вот, обратная связь. Нажимаем туда. Пишем, нажимаем толку. Раз. С Новым годом, дорогие друзья. Давай что-нибудь прогоним, что-нибудь. Прогоним, давай что-нибудь попробуем, просто письма включить. Что у нас из писалок есть? Теперь вы будете знать, если у вас большой коллектив и надо записаться большим составом. Ехать надо сюда. Сеп, да. Цена, качество. Качество-то смотрите, какова вот это вот, какова все-таки, а? На селе-то, говорите, жить не надо, вы в своих городах живете. Фу!
А компьютер, что у тебя вышел по стоимости? MCI-ка дорого вышло. Сколько? 196. Капец! У нас комп вышел За 110. мозги. А что там у тебя? Что за мощь там у тебя? Он Подожди. есть на SSD-шках. Ёпта, Он тем- просто напичканный, мы им сказали, дайте нам хороший комп. Все, нам сделали хороший комп. За 190 косарей, да конечно классный. В общем, как-то собирали потихоньку, но пока еще дособириваем. Вот это сейчас поет только ближнее поле, будем вот среднее еще подключим поле. Пока еще не досоединили, но уже писать можно. Димка, Самое главное, что пульт, зараза, классный. можно подожимать. Можно Откуда подключить. бабки? Бабки на это все откуда? Надо писать проекты. Ты написал от Дома культуры проект. Да, мы писали, проект писали мы с некоммерческой организацией Рыба Морзе Камер Рекордс, это Александр Знаем. Юминов. Так. Вот, с помощью его, если бы не он, мы, конечно, бы тут этого всего не добились. Я так понимаю, что вы также обновили зал еще. Обновили и зал, и, в принципе, весь клуб через это НКО мы обновили. Пошли смотреть зал. Что у вас там в зале? Пойдем, да поет потом. Ну, короче, тут только работать трезвыми, ребята, если что, потому что можно улететь, и тебя никто не услышит. Ну, конечно, вы запарились, ребята. Можно. Конференц-зал. Вот так это прям коворкинг полноценный. Да, это самый полноценный коворкинг, даже розетки в полу. Первый коворкинг на селе. Это что такое там? Это розетки в полу, 220. Ой. Вы даже взяли какие-то вот эти мягкие кресла. Да. Стол тоже привезенный, сделанный специально в Нижнем Новгороде. Он собирается либо змейка, либо в круг. Будет архив. Здесь будет тот самый архив песенный, который из старинной записи вот мы собираем бабушек. Все это будет здесь. А я думал, то, что они тогда сборник выпустили, тогда это было Органчикон Темпа. Это было связано тогда с деревней. Стой, Здесь будет конкретно архив северных песен Удмурта. Вообще мы собираем это много-много-много уже собрали. Это все будет стоять здесь, можно будет прийти, послушать. Студентам надо, пожалуйста, приезжайте, слушайте, забирайте на флеш-носителях. это нам для ремиксов надо обязательно. Ну там бабушки, да, конечно, интересные вещи. То есть бабушки, получается, приезжают у вас в студию, вы их записываете и потом уже сюда. Либо мы здесь пишем, если не могут бабушки, у нас есть выездная еще аппаратура, звукозаписывающая, тоже пишет 96 Гц. Вы вообще мажоры? Так, и что у вас там сверху наверху? Это называется скворечник, кабинет директора. Типа, если что, иди ко мне сюда на ковер, мы сейчас с тобой поговорим. Подожди, а тут у тебя кухня получается, да? Это, да, небольшая кухня у нас такая получилась. Ну, для деревни, думаю, Я взял грант, если бы есть все было в СИПУ, прям вот все, как я хотел. Вы уже это реализовали. А у меня в Ижевске 70 квадратных метров, мне там приходится маленький делать уголок, чтобы попить кофеек. Ладно, хоть туалет есть. 4 туалета. 4 туалета у вас? Да. Это кабинет просто для методистов. Просто кабинет для методистов. Это кабинет Блин, так здесь просто приятно находиться. Подожди, а он же все функционирует, все уже начали работать? Мы уже работаем, да. Вот это, ребята, село, конечно. Это вам не ваши вот эти московские, знаете, там штучки там напридумывали там. Пальцы гнете. Это село вам, на селе, вот как надо. Деревня какой? У нас 400 человек населения. Деревня. Пошли, показывай. Это мы куда идем? В кабинет директора? Это мне, пока мы идем костюмерную, на будущий костюмерную. Заметьте, какая дверь, да? Чтобы это лишний раз враг не прошел, костюм не забрал. Висят костюмы, вся фигня. Ну, костюмы в грант уже не входили, это уже сами все. Это все старое валяется. Это что там такое? А это мольберты для художников. В смысле, есть для художник. художник? То есть у вас класс художников? Да, у нас все есть. Это специально мольберты, тут все в чехле, как бы все с собой на природу выходить. Это тоже все по гранту? Это отдельно был это проект. другие гранты. Так, Приятно. показать. Мне кажется, тебе домой вообще не надо ходить, знаешь, просто сходил, перекусил и вернулся обратно. Кабинет директора.
Ну, здрасте. Я Директор. директор. Здрасте. Ну, здрасте. Директор студии. Ну что, работаем? Молодцы, работайте. Молодцы! Грант освоили? Алло. Деловой какой, а? Проверка связи. Влад. Вот что Горжан. значит, ребят. Не, Записывайте меня говорят, на по видео. картинке встречают, по картинке. Вот смотрите, какая-то картинка. Вот это что такое? Что? Вот это вот. Вот это что, музыкант, что ли, или кто это? Нету. Ну Это ладно, кто? потом найдем. Пока не Колхозник надо, какой-то. Угу. Да. Кстати, он музыкант потом работает сюда приложим, там уже послушать. Ну, здрасте. Что у вас там, как? Молодцы, захватил. молодцы. Приятно работать с вами, молодцы, молодцы. Так, пошли в зал. А, в концертный? Да. Сколько человек сейчас здесь работает? У нас 10 человек. Сейчас переключу. Смотрите, какие стулья! Я всю жизнь езжу по ДК. Всю жизнь такой красоты никогда не было. Ты что такое сейчас было? А? Свет включил? Нет, все включил на музыку. Реагирует. Деревья. Смотрите, все. Все. Видите, половину все руками ложили доски. Сами красили, сами делали все. Там сидит звукач Оператор, да, и видеооператор. Подожди, каждый стул достается, я так понимаю, да? Да. Из этой конструкции. Это для пожарников. С таким же местом обратно. А кто придумывает этот весь креатив, что именно так должно было быть? Это вы сообща собирались? Нет, это сказали, пожарники должны стулья стоять в кучке. Мы их просто взяли вот на профиль, соединили и все. И так уже можно. Ну это пипец какой-то, ребята. Это, конечно, вообще это. В деревню приехал там. Называется. Нет, ну, оператором. Сегодня у нас концерт по заявкам. Не, я, кстати, знаешь, что проводить концерты. Реально отказался. Я уже не езжу с концертами с ребятами где-то года 3, потому что я понял, что нет перспективы развития. Что ты приезжаешь, все одно и то же. Ты за эти деньги, ты не можешь дать какого-то полноценного шоу, а ты хочешь шоу, а не хочешь... Сюда можно приехать и взять. А сегодня, сюда можно приехать, тут можно использовать всю по максимуму аппаратуру. Даже выступать приятно. Со сцены смотреть на зрителей вот на эту всю красоту. Знаешь, что беспокоит? Лишь бы не загадили. Вот Не эти загадят. все вот эти белые стены. Нет, не загадят. Это не так людей такое. Душа поет под Новый год. Так, что еще показать? А, Стулья-то, ребята, стулья какие! Самое главное. Туалет, самое главное. Честно, я завидую, прям завидую. Потому что я помню, когда я приезжал сюда, как это было, да? Когда мы там это в гримерке. Туалет джентльменский. Да Туалет ладно. Подожди, мадамский. мы зайдем. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Серьезно? Так, чисто? Даже там? И там? И там. Здрасте. Вы нас не ждали? Ну ладно, извините. Пойдемте. Оп. Ничего себе, если просто так зашел, ну, чтобы это не задерживаться. Женский тут точно такой же. Ну, женский не будем. Ну, сейчас я. Здрасте. Ну, здрасте. Туалет для инвалидов. Да ладно. Да, я сколько раз слово это скажу. Много раз скажешь, все работает. Работает. Все работает. Что, горячая вода еще есть? И горячая вода есть. Походу дело это, переезжаю. Нахер этот Ижевск. Это все дело нафиг. Что показать? А вот Подожди. выставка будущий. Так это у тебя полноценный медиацентр. Тут все можно делать. Здесь можно все одновременно. Притом 3-4 всё компактно. мероприятия проводим. Одновременно. 3-4 мероприятия можем проводить. Есть детский центр отдельный. Ребят, смотрите, как все, светильнички висят. Как красиво! Детский центр. Что за... Кабинет для детей, для занятий рисованием, всякой дребедени.
Мониторчик небольшой подвесили. В смысле небольшой? У меня в медиацентре висит в 2 раза меньше. Ну, самый большой какой нашли. 1,65 м всего. Это кабинет для детей. Конкретно для занятия глиной. А сколько рисование. детишек здесь занимается по, вот тут ты говоришь, рисование, глина? 50 человек всего в школе учатся, все они ходят сюда заниматься. То есть в деревне Сеп обучается 50 детей? Всего во всей школе. Это что там такое? Раздевалочка? А здесь кран, отдельно с водой А. можно помыть. Это все один грант или это все Это несколько? много разных грантов. Подожди, а когда все началось? С какого момента и вот по сегодняшний С день? Народного музея все началось и понеслось. Который находился тогда еще там, да. Да. Нет, а именно ДК, реконструкция ДК когда? Через 2 года после музея. Вот этот клуб мы сделали за 2 года, получается. Там выход какой-то, да? Это на сцену. Это малая сцена получается. Вот. Подожди, а что за малая сцена? Ну вот этот подъем. А, все видно. То есть детишки же сразу, чтобы здесь и выступали, да? Такие мероприятия бывают, как вот надо вот небольшие совсем. Человек на 20, давайте вот вам, пожалуйста, малая сцена. А здесь когда-то было 4 кабинета, просто стены снесли и сделали один общий большой кабинет. Огонь. Из малой сцены сразу уходим. Короче, Большую ребят, сцену. потренировались здесь на детях, выходим, потом... Ха, ну что, здрасте. Здрасте, вы нас не ждали. Ансамбль электроника. Ну, всё. Ансамбль, щищмем губи. Вы крутые. Идеал ДК. Для И деревни. это все Юминов, да, как бы с подачи? Да, с его подачи через А эти почему, все. вот мне было интересно, когда это все начиналось, еще с первой выставки, не касаясь ДК, почему именно Сеп? Почему любовь к Сепу? Потому что есть много других деревень. Нет, деревень много, но он нашел команду, с которой сумели сделать музей. Команда понравилась. Ему удобно с нами работать. И хорошо, потому что, как говорится, мы вовремя все успеваем делать. Я думаю, что это очень-очень хорошо. Он нашел для себя команду, и мы этому очень-очень рады. Короче, мы с ним обязательно встретимся. Серьезный человек. Это еще предыстория проекта «Электроники». Когда-то у нас была электронная музыка, когда Ижевск считался электронной столицей, и тогда они Тогда делали... они уже были. Они У меня музяку все эти взяли. записи есть, я даже не могу записи скинуть. Вот Тебе эти. сколько лет? Мне 32. Так ты младше меня. А я тогда еще вообще не слушал. Я начал музыкой увлекаться с 2000... А у меня все эти записи собраны. Принтюга, ребята. Принтюга цветной? Фотопринтер. Ёшки, ты как ты, что ж ты будешь делать-то? Так, а здесь что у нас? Кладовая? Здесь это выход туда, это как бы... А, чтобы не через зал выходить, да. У-ху! Ну вот такой вот, ребят, обзорчик. Возвращаться надо на село. На село. За село топим-то, а вот не вот это вот ваше все там. Клубы, дискотеки там. Столичная жизнь, кинотеатры. В селе сила. Отсюда все идет. А потом разъезжаются. Вот специально для того, чтобы не разъезжались, надо создавать условия. Объединяться, комьюнити, все дела. Потом это все замечают. И помогают. Без государственной поддержки, конечно, никуда. Там так и должно быть. А как вы хотели? Откуда это все деньги? На свои средства-то далеко не уедешь. Я завидую. Вот гордость у меня, прям гордость. А я думаю, что у нас еще будут смотреть какие-нибудь еще там столичные ребятки, которые там не разбираются в этих ДКшечках, и говорят, что у вас там колхоз, да? А мы скажем, конечно, колхоз, кстати, сейчас практически в каждом районе, да, есть свой кинотеатр. В ДК, да. Так что вот так вот, не думайте, что мы тут как бы живем где-то там отсталые там. Нет. Мы как бы все успеваем. Не, ну, Димон, если, конечно, тут еще была бы душевая, сауна. В планах есть. В планах есть У душевая? нас есть баня на колесах. Уже есть. Уже есть. Где-то здесь? Ну, немножко по снегу придется прогуляться. Погнали. Есть баня на колесах. Это вот как раз вот рисунки Александра. Сейчас найти бы
Найти бы, видите, видосы все. Конечно, много. Александр Юминов, творческий человек, родоначальник многих проектов в Ижевске, ведущий радиопрограммы. Вместе они с Антоном Янсеном в свое время прям будоражили Ижевск. И многие узнали, в принципе, об Ижевске благодаря и их музыке, и их проекту. У них был лейбл Kama Records, где они выпускали крутых музыкантов. Просто крутых музыкантов. Я тогда, конечно, еще, как сказать, я был, но я тогда музыкой не увлекался. Поэтому я бы там, скорее всего, тоже бы выпускался. Но, как сказать, не в мое время это все было. И тогда нас действительно считали легендарной столицей электронной музыки. Прям даже сейчас, если забить столица электронной музыки, там выпадут там какие-то там Амстердамы, Маннаны, и где-то там может Ижевск быть. Так что в узких кругах, на секундочку, мы там это, где-то там, ну, там когда-то, где-то, короче, это, да. Так что вот, и я рад, что эти ребята, уезжая, возвращаются. И вот здесь, вот для этого места, вот для сюда стараются, чтобы здесь, в маленькой деревушке, где детишек 50 человек, развивалось. У меня даже мурашки идут. Гордость. Вот, ребят, комиссара, опа, и в гардеробе очутились. Гардероб. Все красиво, все цивильно. Положено. Сколько вот, когда проходит представление, сколько человек? Если детей 50, то сколько взрослых в среднем приходит на мероприятие? 200 человек вмещает. Да. 200 легко. Как, кстати, местные жители реагируют на обновление? Они просто в шоке. Ну, как я, походу, делал так же. Типа, у нас? Да ладно. Вот так вот выглядит, ребята. Вот так вот. Живет село. Ой, деревня. Деревня живет, себе живет. И оп, и ДК современный. Еще интернет есть? Тут 4G. Ну, какова все-таки, вот какова, а? Все на село, быстро, чтобы никого в городе не видел.